прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 15 августа. С прицелом на качество. 10 полос не обоих, полностью котлован шяндаула, жагабяхендаула. Рамзан Кадыров проинспектировал главные стройки Грозного, какими темпами идут работы. Инвестиции в здоровье нации. Я очень благодарен Министерству спорта. Глава торжественно открыл современный спорткомплекс с бассейнами. Какие условия ждут будущих чемпионов? На передовой диалога. В нашей республике духовно-нравственные организации играют большую роль. Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями отмечает 25-летний юбилей. Какие методы он использует в своей работе для гармонии в обществе? Рамзан Кадыров совершил рабочую поездку по ключевым строительным объектам Грозного, лично оценив темпы и качество проводимых работ. Инспекция началась с улицы имени Асланбека Шарипова, где возводится путепровод над железнодорожными путями, а также мостовой переход через реку Сунжа. Особое внимание уделил состоянию центральных проспектов. Завершился объезд посещением 5-го района. О том, какие сроки установлены для этих объектов, репортаж Сайды Гакашевой. Рамзан Кадыров вместе с первым заместителем председателя правительства, министром автомобильных дорог Исой Тумхаджиевым осмотрел строительство объектов Грозного. Есть объект опережения головы. Ленинградский мост уже на 23-й отделке, что техник, финансовый, рабочий, сами там проблемы решаются. Хорошо, беги, белаш, хозда, белаш. Почти Шерипов ядлон, благоустройство, основной блок ядлон. А проблемы в чем дать? Там уже проблемы уже он даст. В Грозном реализуют масштабную программу по развитию городской инфраструктуры. Очередная инспекционная поездка главы региона начинается с надземного железнодорожного переезда. Руководителю субъекта доложили о реализации его поручений. Строительство идет в активной фазе и близится к финишной прямой. Рабочие трудятся в несколько смен, чтобы в кратчайшие сроки соединить районы столицы удобной и безопасной транспортной магистралью. Апалл что-то залитин яллон, а залитили хобохны, а первый стоит залитин, юдол гизрезляцин, кинс второй стоит залитин споша, а боги тердин, вот это асфальт. Пока проблемы, основной толбок покорбелла, инсаюли не бохули да без асфальт больше, а вот он пробежишь, бобенов бисимбат. Сандин, они диаболишко, поезд сататься бич, дай, деревья, фонди, еще объектуар, сандин, они, ахшенцы забежка лятон, они, техник забежка лятон, массу авер хатох, болшку фонду, вешки, 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 деревья, фондал, плавы, Америка, тушарики. Проспект, Волжбу, проспект Волжбу, благоустройство, и сюда хотим умдаться. Шаиги вы har плана на октябрь открытий, а хазендо первый стоит хилину, и так что вот они благоустройство основной доходом технилят, дол коммуникации шмелдом диндалду, колтан, брусчатка и полиюши и белш доход беседат. Я хартен захал открытий ушкрит. Последний стоит они гадают моста, дол балдашек, там битами вот так было шпилаш. Охунтани тоже асфальт пушится, это очень проблемы шумят. Что мало базика? Так было. Там 38 мят. Там 38 чойовер. Что можно делать? Что можно делать? Это мы инспекция. Ты потом доходишь инспекция. Ну да, смотришь. Последующий мы хатман зали. Алло, стоит не по помещению. Москва, дальше техника мечка доход, то есть
общественная последствия. Обязательно, в первую очередь, один момент. Строим материалы, что завершение. Далее инспекция продолжалась по самой улице Асланбека Шарипова. Теперь дорога стала шестиполосной. На ней уже уложен первый слой асфальта, осталось уложить еще 2. Также необходимо обустроить прилегающую территорию. Гранитный брусчатка его, шайки мостом современный, он охран Ахматович, он большей части благоустройства, шайки, а пешеходный тротуар охран до конца месяца, результат охоты Шором Ахматович, а также в плане октябрю открытия шайки. Здесь Альчин Алабил. وينور عند أبي الشغل شمدا قارب أكتب تقاسي كحلقة ألشين أبي الله مقدوي. بانو من أبي تكتب شو إن نعم هالدولة. آخر مزاح ما تشكي حلقة دولار بقول دال. جواب بالبيون لبينو بلا. أكون جواب شيء стоили شو مزاح ما تشكي. Первый слой, второй слой, третий слой, тысячи стоили шо. Следующий пункт инспекционной поездки – новый мост через реку Сунжа. Он станет продолжением магистрали и заметно разгрузит соседние дороги и заторы на них. Конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию и возводится с учетом всех современных требований безопасности. هي عايزة يعني المدينة راعية. شادك حبير بدل دامر. أحتون بو بيشاني دون. صاحم قوين ده. السلام عليكم ده مرحبا. قديش والله بدي. شايدي دون مستوى وشنا. شو ديكو كتاتينايو بلا جلزة تستوعب كش أرمي روح توخر. على وجه ده أنت أي واحد يقول إنه شو كتاتيجي. الحمد لله. فتح تكنيك في سنان ويتحلي تقربي ما تقولي شات بلغ 17 قبيح. Также Рамзан Кадыров на машине посетил проспекты Ахмата Хаджи Кадырова и Владимира Путина, где продолжается их реконструкция. Уже обновлен верхний слой асфальта. В скором времени будет нанесена обновленная дорожная разметка. Узую хакачан вообще до конца фонду будешь полбах. Проспект Кадырова полностью чекбалом 100%. Проспект Путина 100% фонду будешь полбах чекбалом. Асфальтное покрытие верхний слой полностью или центра Мастанадова. Мы Англии санчей какой. полностью Финальная точка маршрута – новый район имени Владимира Путина. Это один из крупнейших проектов современной столицы. Первая линия застройки уже близка к завершению. сентября Кичкарюэла, Сахаскетчич, заказательный и переводы. А так, чурбила, что почти больше был Масана. Немає сразу. Чого Хаску, лицевой сторона Масана, Хаскартин, Хатахуэтна. Я 90% Хамушна, Сучареги. Масана Хандамаш, Ашер Лугосту, стоит 4. Основное ценное, но лучше еще. Дублер, يعني هو أصلاً شيء شو كوميونيكاسي شو بعدين يونيو كنيزاسي بس هو ما توكل بتراجع يعني بيلوفور شيء يعني إنتو الشيء بقول شو ده ما أدري إيش بو إيشين موبايلين وبرضو تاخد تريتري سامي главный أصلاً يعني بوحكي شوية 10 сентября 15 даже еще Бог бабит на мой лару дошло. И я был шмат. Охала, чем да, man ски хазагва. Шабиги четко да бишку. Я просто не ожидал, что он сказал мне, алга чех пилода. Да. Охала, шабиги между он да. 350 тысяч он да. Халат олбу, легкий бери, он дома дома. Истихаба и бердона. Это полностью хабаш.
что 350 тысяч объем баягы. Ничего хазвали себе. Если нет того, лишь так того, хала были бы, потом чего хазабоды. Ю, что ты даешь, второй этап. Даже третий этап. Биха дома, что ты даешь. Второй этап, он просто дают, что нам дают. Инсош, белых спешку дал мухни. Мою дехтинчил хал сабир дабяхтин хакута. Если халлулат замеша, хашима жимет, там хиттин чего хазабоды. Инси чего хазабоды, вот один хокни, а там нет обеду. Мою дехтинчил шерифу. Що результат? Wel, geen dag half babbel. Ja, gewoon u samen les. Achterdoen. Bellen, technica, jongens, u melden maar. Nu shoot als babbel gaan. هذا مشان يسمع بوليك فبيه مخاف. لا يسمع. استوى معي. شو هذا دعوش؟ هذا ويبيش يقعد يقول يستون شيء أول قصدي أصلا دعوش. أدور كدي حيو وين هقول شيء يزيدك دعوش. تريتي تاب دعوش. دي حاجة دعوش. Проехался Рамзан Кадыров и по улицам Коперника и Старопромысловскому шоссе. Первая дорога длиной более 1 километра расширена до 4 полос, а на втором объекте количество полос увеличилось до 6. Также обновляется прилегающая территория, полностью заменены подземные коммуникации. هذا الشيء بالله أكون شيء ترتوار شيء تبورش تقيتنون أسيشنيش يختي جاني أصليدون وقش أسيشني بين بالون إن شيء بالغوستروس تايوتشون أن هذا دالوني تكتبوا полностью سكيتشان بوش. Kvartet. أنا عملت كاتو شيء يحبيلش بيشنا مكرانش بول بيشو بيلخ ستين متشات شادي بيعطيك كاتو باتستيتو عمل أجنبينا بزين حويت عبيل كيشتني خموي موس دالهون ويا نبريجني حلقي دالهون إذا تكن زاغو دالتيشتون إليستنجو موس إيشي موس تاكيشتون نادريتي. Город преображается на глазах. Удивляют не только масштабы возводимых объектов, но и скорость их открытия с высоким качеством. В новом районе появятся 2 школы, 2 детских сада, спортивные комплексы, благоустроенные дворы и зоны отдыха. Параллельно идет и устройство дорожной сети. Уже через неделю начнется укладка первого слоя асфальта. По проекту у нас 10 полос Нябуйхуда, полностью котлован Шяхдаула, Жарабяхин Даула. Строители обещают выдержать сроки и выполнить работы с высоким качеством. Все эти 3 объекта уже в ближайшее время изменят облик столицы. Работа находится на регулярном контроле главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова, что гарантирует соблюдение графика и высочайший стандарт исполнения. Саида Гакашева, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Грозном состоялось торжественное открытие современного спортивного комплекса с бассейнами. В церемонии принял участие глава республики. Объект, построенный в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», призван способствовать популяризации и развитию плавания как олимпийского вида спорта. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил создать 34 новых рабочих мест. О том, какие условия созданы для подготовки будущих чемпионов, репортаж Турпала Тайсумова. Плавание – один из лучших способов оздоровления организма. Это известно с незапамятных времен. В Грозном состоялся запуск нового и уникального в своем роде спортивного комплекса с бассейнами. На открытии присутствует глава Чеченской Республики вместе с другими официальными лицами. Министр субъекта по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров в своей речи назвал этот момент исторически важным для развития водных видов спорта, входящих в олимпийскую программу. Мероприятие состоялось в рамках объявленного года города Грозного и района имени Владимира Путина. Мы открываем нашу любимую столицу уже 5-й современный спортивный объект, спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта. Главой Чеченской Республики поставлена четкая задача перед Министерством спорта региона уделять особое внимание развитию олимпийских дисциплин. Сегодняшнее событие – важный шаг на этом пути. Данный комплекс включает в себя 2 бассейна размерами 50 на 25 метров и 33 на 25 метров, а также зону детского бассейна. Его пропускная способность составляет 148 человек. Объект станет площадкой
площадка для развития олимпийского вида спорта плавания и подготовки спортсменов, а также позволит приобщить к плаванию детей и взрослых, укрепив здоровье тысячи жителей республики. Созданные здесь условия позволят проводить учебные и тренировочные сборы, а также соревнования самого высокого уровня. Уверен, что открытие этого объекта значительно повысит уровень мастерства наших спортсменов и поможет им достигать высоких результатов на всероссийских и международных аренах. Рамзан Ахматович, благодаря вашей поддержке, мудрому руководству и твердой воле в Грозном, всего за год появилось несколько уникальных спортивных объектов, подобных которым не было за всю историю Чеченской Республики. Выражаю вам благодарность за все усилия, направленные на развитие олимпийских дисциплин, неизменное внимание к развитию спорта. Завершая свое выступление, хочу пожелать всем спортсменам, тренерам, гостям комплекса успехов, здоровья и новых побед. Далте объекте Юль Ахмад Сила Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров в своем выступлении выразил признательность за качественный спортивно-водный объект. Он стал прекрасным дополнением к имеющейся инфраструктуре. В нем создано более 30 рабочих мест. Отрадно и то, что молодежь получит качественные условия для тренировок, что поспособствует будущим победам в их спортивной карьере. Сегодня мы открываем очередной спортивный комплекс в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Далте объект Юль Дарату Бармасери. Там возможность тренировок. Мы уверены, что это садин для спортивного олимпийского вида. Очередной надеждой. Ведь плавания у нас не было развития, не было возможности, но сегодня появилась такая возможность. Я очень благодарен Министерству спорта. Красная лента перерезана. Гости осматривают комплекс. Ахмат Кадыров рассказал о некоторых деталях и плюсах. Например, то, что есть отдельный бассейн для детей и взрослых, а еще трамплины для отработки прыжков, трибуны на 520 мест, включая зоны для маломобильных зрителей и вип-ложи. Олимпийский вид спорта развивать. Прыжковый бассейн. Олимпийский вид. По словам собравшихся, в процессе тренировок с детьми будут заниматься высококвалифицированные тренера. Кроме того, была отмечена сложная и в то же время оригинальная конструкция здания. Она подчеркивает индивидуальность. Можете конструкции. Для тренировок вне воды есть спортивные залы, а для проведения соревнований – гостиничные номера для прибывших участников и тренерских штабов. Глядя на все это, сразу видно – заниматься будет в радость. Бассейны достаточно большие, чтобы одновременно могли заниматься несколько групп участников. Условия есть для людей всех возрастов. Как поделились юные пловцы, первые заплывы были невероятными. Они ждали этого момента, и все оказалось куда лучше, чем думали. Плавание шарил групп мышц, заниматься должен. Вчера нам сообщили, что сегодня открытие. Были очень рады этому. Благодарим Рамзана Ахматовича за то, что предоставил нам такой бассейн.
Такого масштабного водного объекта еще не было в истории субъекта, а потому это будет прекрасным местом для развития тех, кто не умел плавать ранее и хочет научиться держаться на воде. Бассейны для прыжков в воду и спортивного плавания оснащены всем необходимым оборудованием и отвечают требованиям международных стандартов. Один из бассейнов у нас 5 метров глубиной, 33 метра в длину, 25 метров в ширину. Этот бассейн у нас оснащен вышками для прыжков в воду. Высота вышек метр, 3 метра, 5 метров, 7 метров и 10 метров. Каждый, кто придет сюда для разминки тела, получит незабываемые эмоции. Арена станет местом, через которое пройдут тысячи вдохновленных людей, а некоторые из них обязательно станут носить звание чемпионов. Турпал, Алита Исумов, Ислам Ибрагимов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. По указанию главы Чеченской Республики и его помощника, начальника службы обеспечения безопасности Адама Кадырова, волонтерская команда Санаа Аль-Хайр организовала приготовление пищи для жителей северной части сектора Газа. В рамках благотворительной акции, проведенной при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, приготовлено 15 огромных котлов с пловом. Готовые блюда распределились среди перемещенных лиц и семей, испытывающих острую нехватку продовольствия. Представители команды волонтеров выразили признательность чеченскому народу за оказанную поддержку. Сами жители, переживающие крайне тяжелое время, также искренне благодарили за помощь. Сегодня значимую дату, четвертьвековой юбилей, отмечает Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства. Созданный с целью реализации государственной политики в сфере религии и укрепления конструктивного диалога между обществом и властью. На протяжении всех этих лет он активно проводит мероприятия по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Особое внимание уделяется поддержке социально значимых проектов, в том числе через предоставление грантов. О достижениях и планах департамента репортаж Магомеда Азиева. С целью формирования и реализации государственной политики в сфере религии и духовно-нравственных организациях, а также эффективного взаимодействия и координации деятельности республиканских органов власти и управления религиозными организациями различных конфессий, первым президентом, Героем России Ахматом Хаджи Кадыровым был издан указ о создании Комитета Чеченской Республики по делам религии. В дальнейшем он был преобразован в Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, а к их работе прибавилась сфера взаимоотношений с некоммерческими организациями региона. У нас в республике на данный момент около 600 некоммерческих организаций, в частности также у нас, в которые входят религиозные организации. Религиозные организации у нас представлены двумя конфессиями. Это ислам и христианство, Русская православная церковь у нас находится. И самая большая религиозная организация – это у нас Духовное управление мусульман Чеченской Республики, является централизованной религиозной организацией. Наш департамент, в свою очередь, взаимодействует с этими организациями по участию и организации, и координации деятельности этих организаций. То есть это непосредственно привлечение этих организаций в масштабных республиканских мероприятиях. Начал свою работу комитет еще 15 августа 2000 года. За это время были проведены тысячи и тысячи мероприятий, в которые входят как встречи с молодежью с целью разъяснения основ религии ислама, так и меры противодействия экстремизму и терроризму. Нельзя не упомянуть и то, что департамент всячески оказывает содействие в сфере семейных отношений. Так, по поручению главы Чеченской Республики 4 июля 2017 года были созданы межведомственные рабочие группы в каждом городе и муниципальном районе. Цель одна – укрепление института семьи и по мере возможности, опираясь на религиозные нормы и традиционные соображения, посодействовать воссоединению распавшимся семьям. Эстин огзамана вайоқтидот аягитиез дюзул боштол дашан он алча дюзул бёхчмэтак амду хждук амду хчмэтак пачал юхушут ихайюхушу قاستنا أغزامنا قلت تدو طيغيت يزبوغا بعن هدون الجا وينغا إبليس قيقا بيشول باتش عالخشا أغزامنا ديوزل بوغش دول دشنا بيشبول بوغ مش ويا تسنا تيشل دو وين إيقوش دو إيدوش لردر حما وي أوكراينا عغازو تداخش قحيوكشا وي كير خوي بو نان بوغش ديك دعداخ أربيل بو
да боштек дадак арбел бу, дюзул боштек дадак арбел бу. Сондера исан долдох капитана вая يرجم هم در يرتسن ديتش هم داتس بوشولو أو خليشون شيات. За весь период по реализации единой концепции всеми исполнительными органами было проведено свыше 500 тысяч мероприятий, из которых на сферу духовно-нравственного воспитания и развития молодежи приходится около 260 тысяч. Важное место в работе департамента занимает взаимодействие с религиозными организациями, представляющие основы конфессии нашей страны. На территории Чеченской Республики функционирует более 1500 мечетей, 18 духовно-образовательных учреждений, свыше 400 религиозно-образовательных центров и медресе, 130 зияртов. В рамках своих полномочий департамент всячески оказывает им всем свое содействие. Единая концепция тахандол дета качалас бо бешю. От единой концепции бахандела вая Россия почалха. Федеральный закон, шдакки закон, штается вайдин лардар хулили, Коран лардар хулили, суннат лардар хулили. Вай мех дес бин бол балхах док бахан хилла цунаха. В сфере взаимодействия с общественниками департаментом осуществляется содействие как по грантам, так и координации за их деятельностью по социально значимым проектам. Так, с 2018 года, с момента запуска грантовой поддержки, по 2024 год общественными организациями было организовано 47 масштабных проектов на сумму около 19 миллионов. Фонд президентских грантов поддержал за период с 2017 по 2024 года 115 социально значимых проектов. В нашей республике духовно-нравственные организации играют большую роль в сохранении и возрождении традиционных ценностей, в укоренении исламской этики и воспитании молодежи в духе уважения к старшим, к семейным ценностям и традициям. И ими же исполняются и реализуются проекты и программы, которые также направлены в укрепление и укоренение духовно-нравственных основ. Магомед Азиев, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.